Секция карате Киокусинкай в детско-юношеской спортивной школе в Очимчирах появилась благодаря инициативе Виталия Читанава, который 10 лет назад пригласил из Сухума мастера спорта по карате Зураба Мурадяна заниматься с ребятами и приучать ребят здоровому образу жизни, а самое главное – обучать их искусству боя. Самое интересное, когда ты смотришь, как растет твой ученик. Вот это, наверное, самое интересное. И когда ты видишь, что ты вкладываешь в него труд, и труд этот не пропадает зря, да, он растет, у него есть достижения, он старается. И вот это самое приятное, и тебе хочется еще больше и больше и больше работать. У нас уже 3 группы, старшая, средняя и младшая группа. В общем количестве где-то от 35 до 40 детишек ходят. То в течение 10 лет у нас в клубе около 20 чемпионов Абхазии, призеры всероссийских международных турниров. Вот буквально мы сейчас в Ростове, до этого в Волгограде были. У меня 2 ученика участвовали на чемпионате мира в Казахстане, да, ездили, чуть-чуть не повезло, но представляли свою страну. У меня ученик позапрошлом году стал кандидатом мастера спорта России. Это Липсая Демьян, у него просто 11 класс, у него экзаменационный, да, поступает, и чуть-чуть ему не до спорта, мы чуть слабину дали, чтобы он, да, поступил. Сегодня юные спортсмены прославляют свой город, свою страну на районных, республиканских и международных соревнованиях, где часто занимают всевозможные призовые места и завоевывают золотые и серебряные медали. Это результат упорного труда самих юных каратистов, поддержки родителей и, безусловно, правильной работы тренера. Но ничего не было бы, если бы не поддержка руководства района, отдела по делам молодежи и спорта, детско-юношеской спортивной школы Очимчирского района и всех тех, кто стоит сегодня рядом с ребятами и оказывает всевозможную поддержку и помощь во всех начинаниях. Моего сына зовут Якуб Аглаялан, 8-кратный чемпион Абхазии, чемпион России. Занимаемся мы спортом, могу говорить мы, потому что, да, ребенок уже на протяжении более 10 лет занимается спортом. Первый раз мы пришли, когда нам было 5 лет. И вот с тех пор непрерывно мы занимаемся таким видом спорта, как киокусинкай карате. Формируется характер у ребенка, ребенок становится сильным, у него мировоззрение становится совершенно другим. Ребенок увидел мир, да, он побывал во многих странах, он участвовал на чемпионате мира в Казахстане, в Москве. И буквально все первенства, которые происходят, да, на территории Российской Федерации, мы всегда участвуем и приносим призовые места. И наш тренер, конечно же, достоин похвалы, потому что столько работы проводить и показывать такие результаты, я думаю, что это достойно уважения и большая ему благодарность за это. Благодаря тренеру Зурабу Мурадяну работа с подрастающим поколением в общем и юными спортсменами в частности ведется системно и целенаправленно. Поэтому в течение 10 лет Зураб Мурадян воспитал не одно поколение чемпионов Абхазии, призеров международных турниров, и каждый участник спортивной секции уже достиг определенных успехов и может гордиться собой, своей волей к победе и умению в случае необходимости защищать себя и своих близких. Я хожу на карате с 5 лет, занимаюсь уже 9 лет. Заниматься карате это очень тяжело. Вот сейчас мы готовимся к Москве, тренируемся с 6:30. Я дрался на чемпионате мира, выиграл 3 боя, на 4-м уже проиграл. Я считаю, что мне помогает тренер и папа, поскольку они больше всего мотивируют меня, говорят что не надо бросать вообще этот вид спорта, он помогает тебе. Показывает что характер, дух и все остальное. Я занимаюсь с 5 лет, уже хожу 5 лет. Я после брата, мне захотелось прийти сюда, просто посмотреть тут, что делать. И мне понравилось. Мне 11 лет, занимаюсь карате Киокусинкай 2 года. Чему ты научилась за эти 2 года? Научилась терпению, терпеть, преодолеть препятствия. Помогать в трудную минуту.
Кёкусинкай – полноконтактный жесткий вид спорта и демонстрирует свою реальную мощь, прежде всего на спортивных татами. А еще это один из самых зрелищных ударных видов спорта, поэтому и очень популярный. Ребят здесь учат прежде всего уважать друг друга и только после этого искусству боя. Старшая группа каратистов посещает занятия каждый день, средняя через день, а младшая раз в 2 дня. Но если спортсмены готовятся к соревнованиям, они тренируются 2 раза в день. Ребята занимаются, преодолевая боль, трудности и препятствия. Это воспитывает характер, дисциплину и волю к победе, говорит тренер. Первое, чему мы учим, чему я учу в спортзале, это уважение старшего к младшему. Стараемся преодолевать всякие препятствия. Больно, плохо, ничего, терпим, идем вперед. Во-первых, как бы тяжело нам не было бы в стране и в городе, да, ну и как бы нам не хотелось бы больше и больше, да, но хочется большой благодарность сказать, это администрация Шемчерского района в лице спорткомитета Пачуля Тимура, спортивная школа, да, до этого был директор Гадлия Хаджарат, сейчас новый директор Тарба Батпатал. Большая им благодарность, насколько у них есть возможность, они нас поддерживают. Всегда они на нашей стороне, всегда поддерживают, чем могут финансово. Большая благодарность родителям. Вообще, я очень рад, что у меня вот так получилось, что у меня прекрасные родители, которые день и ночь рядом со мной. Любой вопрос, они рядом становятся, потому что многие не понимают, да, думают, ну ты отдал ребенка на спорт, да, и там он занимается 2 часа и все. Нет, спорт это не только то, что я тренирую, еще как дома. Сегодня спортивную секцию каратэ Кёкусинкай посещают 40 юных спортсменов. 4 из них 21 апреля достойно, как и всегда, представят Абхазию на международном турнире Кубка Содружества в Москве. Анжела Убилава, Валерия Лакербая, Гия Джопа, Ачимджира, Информ.